Столицу Якутии, морские пути первооткрыватели и многие другие знания можно будет проверить здесь, в месте, где хранятся книги. Гора новостей в Центральной библиотеке города Уфы не просто так. Именно здесь проходит подготовка к масштабному мероприятию, к международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант». Его цель – повысить интерес к географии России среди молодежи. Расскажи про задание диктанта. Всего заданий 30 штук, и они довольно-таки не самые легкие, но и не самые сложные. Если учить географию, начиная с 5 класса и заканчивая где-то 11, то можно применить свои знания школьные и применить их в решении теста. Также интересно, что идет демонстрация этих вопросов и читает Якубович и Пелагея. Пелагея даже поет различные тексты, и это очень, знаете, прям интересно. Для чего ты пришла на этот диктант? Я пришла сюда, чтобы проверить свои знания, потому что я уже учусь 10 лет в школе, и мне интересно, что мне хранится в моей голове, и, в принципе, думаю, моя учительница по географии будет этому рада. Это была только подготовка к диктанту. Основной этап будет проходить в дистанционном формате на 10 цифровых площадках с 14 по 24 ноября. Чтобы написать его, нужно просто зарегистрироваться на сайте библиотеки, написать диктант в любое удобное для тебя время, а через несколько дней тебе вышлют твой диплом с результатами на почту. Фишка диктанта состоит в том, что на всех цифровых площадках вопросы не похожи друг на друга, но есть одно но: если ты не подашь заявку на одном из сайтов, ты не сможешь получить диплом. Ксюша, расскажи, как ты написала диктант? Этот диктант я писала наугад, с интуицией, с помощью каких-то старых знаний. Я не знаю, как я его написала. Ксюш, есть возможность какая-то списать или куда-то подглядеть? Ну, конечно же, нет. На столе у нас только бланк и ручка, сидим мы по одному, и возможности списать нету, да, и в этом особо смысла тоже нету, потому что, ну, плохо напишем, ну ладно, хорошо напишем, тоже ладно. Мы с ребятами пришли попробовать свои силы, и даже я села писать и была очень удивлена своими знаниями. Наш руководитель и библиотекарь Алия Салихова все нам понятно объяснила, и у нас не осталось вопросов. Вместе с нами диктант пишут более 2 миллионов человек, начиная с Северного полюса, заканчивая кораблями дальнего исследования, поездами, а также плавучими энергоблоками. На каждый вопрос можно найти логический ответ, даже если ты его не знаешь. Начиная с 2015 года эта акция проходит в более чем в 109 странах и, конечно же, у нас в России. По-моему, это прекрасный способ выйти не только из дома и развеяться, но также взяться за книжки и учебники, повторить то, что проходили в школе. Аня Асадова, Ренат Гаямов, специально для Горы новостей.